Здравствуйте, уважаемые жители города Канаша и Канашского района. С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Казанков Эдуард Николаевич. Мировым судом судебного участка номер 1 Канашского района Чувашской республики вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, признав его виновным в совершении преступления при смотре части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как покушение на дачу взятки в размере, не превышающей 10 тысяч рублей. В суде было установлено, что гражданин Узбекистана, находясь в служебном кабинете у начальника ОГИБДД МВД по Российской Федерации по Канашскому району, зная, что последний является должностным лицом и находится при исполнении своих должностных обязанностей, попытался лично передать ему взятки в размере 2000 рублей за освобождение от административной ответственности за совершенное его сыном административное правонарушение, предусмотренную частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. Учитывая характеризующие данные подсудимого, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказаний, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Страждотерцев Кирилл Дмитриевич. Сегодня расскажу о нововведениях в законодательстве о микрозаймах. Итак, первое нововведение – это максимальная процентная ставка по микрозайму. Введено ограничение по максимальной ставке микрокредитов. Лимит по ставке составляет 1% в сутки. У микрофинансовой организации больше нет возможности устанавливать огромный процент. Раньше ставка могла достигать 750% годовых, что составляло более 2% в сутки. Теперь, если клиент оформил заем на 50 тысяч рублей на 3 месяца, он заплатит не больше 90% от суммы, что составляет 45 тысяч рублей. Это все равно существенная переплата, но меньше, чем было раньше. Второе нововведение касается займов, обеспеченных ипотекой. Так вступили в законную силу изменения, согласно которым предоставлять гражданам займы, обеспеченные ипотекой, то есть залогом недвижимости, могут только профессиональные кредиторы, которые находятся под надзором Банка России. Как известно, недвижимость можно подразделять на жилую и нежилую. И так вот, микрофинансовые организации, кроме того, не вправе выдавать займы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обеспеченные залогом жилья. При этом микрофинансовые организации могут предоставлять займы под залог нежилой недвижимости. Эта норма также не затрагивает микрофинансовые организации с государственным и муниципальным участием. Введение такого запрета позволяет на законодательном уровне отделить деятельность микрофинансовых организаций по выдаче потребительских займов от незаконной деятельности мошенников, которые занимаются махинациями с жильем. Третье нововведение связано с правом уступки долга. Не секрет, что большинство микрофинансовых организаций не имеют собственной службы взыскания. Они предпочитают продавать право требования по выданному кредиту коллекторам, которые самостоятельно, так сказать, выбивают деньги с должника. Теперь продажа будет возможна только в том случае, если покупатель имеет соответствующую лицензию и занимается своей деятельностью официально. Кроме того, остается возможность продажи права требования физическим лицам, но исключительно с разрешения должника. Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Канашского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного статьей 116 прим. УК РФ, которой установлена ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Так, будучи привлеченным к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев с назначением административного штрафа в размере 5000 рублей, осужденный должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего хозяйства, устроил скандал с несовершеннолетним пасынком, который в силу возраста и физического состояния не мог оказать соразмерное сопротивление своему отчиму. Подсудимый умышленно нанес пасынку удар ладонью руки по лицу и удар коленом по левому плечу. Пасынок, опасаясь продолжения совершения в отношении него противоправных действий, ушел из дома и направился в сторону города Канаш. Однако подсудимый догнал последнего, умышленно толкнул его на землю, нанес один удар ногой в область лица, 2 удара ногой в область спины и 1 удар ногой в область правого бедра, причинив несовершеннолетнему потерпевшему физическую боль и нравственные страдания. Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 прим. УК РФ. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Помощник Канашского межрайонного прокурора Васильев Алексей Александрович. Канашский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженца деревни Новой Кышлеи Комсомольского района, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Так, в ходе предварительного расследования и в суде установлено, что подсудимый, примерно будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время совместного распития спиртных напитков с односельчанином деревни Новая Шельтяма Канашского района на почве возникших личных неприязненных взаимоотношений с односельчанином из-за ревности устроил словесный скандал с последним, в ходе чего умышленно причинил тяжкий вред здоровью, нанося множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. Суд, с учетом мнения государственного обвинения, назначил в отношении подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Рубрика «Вопрос-ответ». Вопрос. В бухгалтерии отказались переводить мою заработную плату на банковскую карту в другом банке. Возможно ли сменить кредитную организацию для перечисления заработной платы? Ответ. В соответствии с законом заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором, в соответствии с статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким образом, работник вправе выбрать любую кредитную организацию либо банк, в которую будет переводиться его заработная плата. Вместе с тем, он должен сообщить в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до выплаты заработной платы. Так, работодатель не вправе отказать лицу в переводе его заработной платы в выбранную последним кредитную организацию либо банк. С этой целью частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ установлена административная ответственность работодателя за воспрепятствование работнику в реализации его права. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Раида Михайловна. Канашской межрайонной прокуратурой по результатам проверки законодательства в жилищно-коммунальной сфере внесено представление в адрес администрации сельского поселения об устранении выявленных нарушений закона. В течение месяца со дня вынесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих, а о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Вместе с тем, нарушения норм требований прокурора в установленный законом срок выполнены не были. Ответ на представление прокуратура поступил по истечению установленного срока. Ввиду неисполнения законных требований прокурора, Канашской межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 17.7 КоАП РФ Российской Федерации, умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленным федеральным законом. Постановлением Канашского районного суда от 10 июня 2020 года глава сельского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.